Эфир нашего канала продолжает брифинг на тему борьбы с коронавирусом. Заместитель руководителя оперштаба Якутии Ольга Балапкина в прямом эфире озвучит актуальную информацию об эпидобстановке. Сейчас мне сообщают, что связь с Домом правительства прервалась. Мы свяжемся чуть позже и выйдем в прямой эфир. А сейчас переходим к выпуску новостей. В Москве завершилась международная конференция «Арктика-2021». Какие вопросы стояли на повестке? День народного мастера в республике отмечается сегодня, а крупнейшая выставка «Якутия мастеровая» распахнула свои двери. А в преддверии Международного женского дня глава Якутии поздравил многодетных матерей республики. Правительство России утвердило план мероприятий по снижению негативного воздействия угледобывающих компаний на окружающую среду. Документ подписала вице-премьер Виктория Абрамченко. Так, в прошлом году планируется провести полный аудит отраслей, включая сложности правового регулирования и природоохранной деятельности при добыче угля. После анализа результатов будет составлен перечень необходимых изменений в законодательство. Действие утвержденного плана мероприятий распространяется на угледобывающие компании в 18 регионах страны, в том числе и в Якутии. Предварительное административное расследование ведется по факту перекрытия реки Токко в Алекминском районе. Сотрудники Минэкологии уже установили, что лицензиат ООО «Рудный Таборный» провел насыпь через ледовую переправу, чтобы устроить временный проезд через реку Токко. Отмечу, что данная местность относится к территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера. Данное производство работ не согласовано Министерством экологии и природопользования лесного хозяйства, а именно не заключены договоры водопользования для прокладки временных автозимников, в связи с чем по итогам работы рейдовой группы, которая выезжает в Алекминский район, будет возбуждено административное дело по статьям 7.6 и статье 8.13 Кодекса административных правонарушений. Виновное лицо, рудник Таборный, будет привлечено к административной ответственности. При наличии ущерба водному объекту, это река Токко, будет взыскан соответствующий ущерб. Данное правонарушение находится на моем личном контроле. А мы возвращаемся к брифингу по борьбе с коронавирусом. Заместитель руководителя оперштаба Якутии Ольга Балапкина в прямом эфире озвучит актуальную информацию об эпидобстановке в регионе на пятницу, 5 марта. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об эпидемиологической ситуации в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На 5 марта 2021 года на территории республики зарегистрировано 39 новых случаев новой коронавирусной инфекции. При этом в городе Якутске зафиксировано 29 случаев, по 2 случая зафиксировано в Копяйском и Тамбонском районе, в Мирнинском районе зарегистрировано 3 случая. По 1 случаю остались зафиксированы в Алданском, Вилюйском и Нерюнгринском районах. Необходимо обратить внимание на осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации в двух таких районах республики, как в Кобяйском и Вено-Бытантайском. В связи с чем перед оперативными штабами районов этих 2 улусов поставлена строгая задача непосредственно жестко соблюдать и усилить ряд ограничительных мер, которые предусмотрены в целом на основании указов главы республики Саха-Якутия. Лаборатории, медицинские управления Роспотребнадзора продолжают работать. За сутки проведено 2110 исследований. Всего с начала пандемии у нас обработано 974 084 теста. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, приближаются праздничные дни, приближаются дни выходные. В соответствии с действующей санитарно-эпидемиологической ситуацией хотелось бы еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения как норм, установленных указом главы Республики Саха-Якутия в части проведения корпоративных мероприятий с большим количеством людей. Необходимо обратить внимание, что действующие ограничения действуют на территории республики и непосредственно действуют прежде всего в ваших интересах. В связи с этим как масочный режим, так и режим соблюдения социальной дистанции должен оставаться сегодня
одним из наших приоритетов для того, чтобы непосредственно не давать возможности увеличению количества случаев новой коронавирусной инфекции. Несмотря на достаточно благоприятную ситуацию в части уменьшения количества выявленных случаев, количество тяжелых случаев на территории республики остается неизменным. И на настоящий момент врачи также даже в праздничные дни, а большинство из них женщины, маленькие, хрупкие женщины наши якутские продолжают бороться наравне с мужчинами с этой достаточно тяжелой болезнью. И поэтому хочется обратить внимание на необходимость, прежде всего сейчас, поздравляя своих мам, старших сестер, бабушек, старших коллег по работе, обращать внимание все-таки на соблюдение норм, которые есть. Кроме того, безусловно, на настоящий момент сейчас существует такое понятие и всегда существовал ажиотаж 8 марта. Необходимо помнить о соблюдении социальной дистанции. В республике продолжается вакцинирование. На 5 марта 2021 года в республику поступило 56 412 доз вакцинации против коронавирусной инфекции. Сегодня у нас использовано на территории республики 93,4% всей поступившей вакцины. Это достаточно высокий показатель использования вакцины на территории республики по сравнению в том числе и с другими субъектами Российской Федерации. Уже 52 224 человека получили первую вакцину, вторую вакцину получили 25 397 человек. Хотелось бы обратить внимание, что на настоящий момент наши медицинские учреждения продолжают запись на вакцинацию. В полном объеме заключены все соответствующие контракты и ждем поступления новой вакцины для того, чтобы продолжить в том числе и вакцинацию. И необходимо обратить внимание, приоритет вакцинирования должен отдаваться в том числе и лицам старшего поколения. Впереди выходные, у вас есть возможность вновь встретиться с семьей, поговорить со своими старшими и принять все меры безопасности для того, чтобы после уже праздников нам, соответственно, провакцинировать и старшее поколение в Якутии и, соответственно, снизить в том числе и количество тяжелых случаев. Спасибо. Ольга Валерьевна, спасибо большое. В Москве завершилась 6-я международная конференция «Арктика. Шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов». На протяжении 2 дней спикеры решали, как можно ускорить социально-экономическое развитие территорий за полярным краем. На повестке стояли и вопросы развития морских портов, о чем еще говорили на «Арктике-2021» в материале Айсаны Бурнашовой. 2020 год можно смело назвать годом Арктики, отмечают участники международной конференции. И это действительно так. В прошлом году были приняты основные стратегические документы, определяющие развитие российского севера до 2035 года. Ну а этот 2021 год спикеры уже именуют годом конкретных решений и действий. Только на пленарной сессии более десятка докладчиков. На повестке моногорода, экологическая безопасность, энергетика. Темы отвечают вызовам реального времени. А ведь на конференции проходят и круглые столы, где такая же насыщенная деловая программа. Сегодня, например, сразу 4 собрания одновременно. «Арктика-2021» собрала ведущие регионы России, представителей власти и научного сообщества. На международной арене Якутия представила свое видение арктической стратегии. У нас принят подход, что мы должны заниматься развитием конкретных точек роста. Одним из таких точек мы считаем это поселок Тикси. Морской порт, известный в истории освоения Арктики еще с начала прошлого века. Так, первые шаги делает проектный офис по комплексному развитию Тикси. Достигнуты договоренности по созданию научно-испытательного полигона для арктических технологий и техники. Продвигается и зеленая энергетика. Еще в декабре там был запущен ветродизельный комплекс. На горизонте событий возможность расширения границ морского порта. Переговоры о строительстве глубоководного причала в 120 километрах от Тикси ведутся с госкорпорацией «Росатом». Сегодня просчитываются все аргументы, нужен ли прямо сегодня или, может быть, чуть-чуть попозже в перспективе глубоководный причал. Это речь идет о бухте в районе села Найба. Там естественные глубины до 12-14 метров. Вы знаете, что побережье Ледовитого океана очень мелкое.
значит, 4-5 метров примерно везде. И такие вот глубоководные бухты естественные, их буквально единицы. Тикси – порт двойного назначения. Его видят как базовый пункт управления восточным участком Северного морского пути. В ближайшем будущем поселок станет и центром арктического туризма, и модельным энергоэффективным поселком. В целом же, уверены спикеры, комплексное развитие Тикси внесет значительный вклад в реализацию стратегии развития всей российской Арктики. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. В этом году в поселке Кысыл-Сыр Вилюйского района продолжает работать программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Ключи от новых квартир получили 16 семей. Подробности в следующем материале. Жительница поселка Кызыл-Сыр Венера Гумерова совсем скоро отметит свое 80-летие. В канун своей знаменательной даты Венера Каримовна заселилась в новую, уютную и просторную квартиру, попав в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Я в Кызыле живу 45 лет, 75-го года. Мне повезло, что я буду жить к старости в таком благоустроенном доме. Спасибо. Спасибо правительству, спасибо нашему, как говорится, постсовету, что мне пришлось жить в такой квартире. Не так давно поселок Кызыл-Сыр вошла в республиканскую программу по переселению. И уже весной прошлого года первые жильцы заселились в новые квартиры. Программа по переселению в поселке продолжает работать. В этом году переселились еще 16 квартир. В этом году сдано 2 дома в эксплуатацию. Летом вы были у нас, еще видели, снимали репортаж, как они строятся, эти дома. Вот они построились. Где-то месяц назад заселился вот этот дом. С сегодняшнего дня начнут переселение уже во второй дом жильцы. Там доделали все недочеты подрядчики и начнут заселяться с сегодняшнего дня. Аварийных домов у нас осталось еще порядка 12 штук. В этом году будут строиться еще 2 дома по 8 квартир, то есть 16 квартир будет заселяться. И останется еще приблизительно новых домов, ввиду того, что не в каждом доме все квартиры заселены, останется еще, наверное, домов 5. Всего по району по программе переселения было построено 459 квартир. До конца 2025 года район планирует переселить 143 дома по всему Улусу. Анна Васильева, Иннокентий Колесов, Вилюйский Улус. В День народного мастера в Якутии крупнейшая выставка народных художественных промыслов «Якутия мастеровая» распахнула свои двери в канун весеннего праздника. В ней принимают участие промысловые организации, творческие объединения, индивидуально работающие мастера и ремесленники республики. Данная выставка-ярмарка проводится с целью демонстрации достижений в области сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел, содействия продвижения продукции на рынке, а также выявления талантливых мастеров. А в селе Ой Немигунского наследия Хангаласского улуса ко Дню народного мастера в Якутии прошел торжественный парад. По центральным улицам поселка люди прошли в национальных костюмах народа Саха. Шествие, конечно, было не столь массовым, но тем не менее мастера сумели продемонстрировать сшитые вручную национальные зимние костюмы, а также другие поделки в традиционном стиле. В Алекминске выставка народного творчества проходит в течение 3 дней. Организаторы экспозиции Управления культуры района объявили темой выставки «Сэхолонхом», рассказывает Елена Фаст. Огромное количество работ представили мастерицы Алекминского района на выставке, приуроченной ко Дню народного мастера республики. 57 человек представили свои работы в различных жанрах исполнения. Надо отметить, что с 2018 года начала свою работу Алекма мастеровая. В селе Улахамунку при Доме культуры народного творчества «Артек» мы проводили по проекту «Школа мастерства Алекма мастеровая». Там у нас вначале вообще принимало народу очень мало, а потом в последнее время у нас очень уже увеличилось. Число на базе управления культуры у нас состоит теперь где-то 160 человек. Каждая работа – настоящее произведение искусства. Многому мастерицы обучались на мастер-классах. Все большую популярность приобретает национальная одежда и украшения. И вокально-танцевальная группа есть.
И там еще есть группа Дергельген, национальные моды пропагандируем. Решили, что у нас совсем в Алекминске не пропагандируются якутские пальто. Вот я решила, чтобы показать, потому что я группой руководила, поэтому решила сперва шить сама себе. С подружкой Кларой Ивановной шили себе пальто из старого драпа. Великолепное панно Кысеху Аланхо, которое само рассказывает о истории района. Это счастливая жизнь наша. Вот как перевести, хочешь, не знаю. Но вот тут это все вот рассказано. Вот даже вот тут я показала времена года. Вот лето яркое, ну и потом пошла вот серая осень. А вот это все занятие наше. Вот это у нас ассоциируется животноводство, это у нас мельница. Хотя вот эта мельница, она очень поздний рисунок. Это издревле такого не было. А вот это совсем очень древний рисунок. Почти каждая мастерица мечтает и дальше изучать секреты национального мастерства. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В преддверии Международного женского дня глава Якутии поздравил многодетных матерей республики за особые заслуги в воспитании детей, сохранении и развитии семейных традиций. Айсен Николаев наградил 23 женщин знаком материнской славы 3-й степени. Это мамы из 10 районов и города Якутска, родившие и воспитывающие 7 детей. Также знаком материнской славы 2-й степени награждены 3 матерей, воспитывающие 8 детей из Чурапчинского, Татинского и Верхневилюйского районов. А высшим знаком материнской славы 1-й степени награждена Айталина Макеева из села Дюпсю Чурапчинского района. Она родила и воспитывает 9 детей. Мы все понимаем, что вырастить человека – это большое счастье. Но вместе с тем это огромная ответственность, неустанный труд и самоотверженная забота. Сегодня мы прилагаем все усилия для поддержки материнства и детства, повышения статуса многодетных семей. Только в прошлом году объем средств, направленных на поддержку семей с детьми, увеличился более чем в 2,5 раза, а в планах этого года дальнейшее расширение мер социальной поддержки семей с детьми. Мы будем продолжать активно работать для того, чтобы матери Якутии могли растить своих детей в счастливой обстановке. Это вопрос будущего нашей республики, и ваша доброта и нежность делают его светлее и ярче. На этом у меня все. Мы вернемся в эфир буквально через несколько минут с большим выпуском.